Всем привет, дорогие друзья! Новогодние праздники закончились, вот, и хочется чего-нибудь такого горяченького, вкусненького супчика. Мы сегодня готовим суп с галушками. Ну, значит, у меня здесь уже бульон, мясо готовится уже, варится, положила уже на плиту. А сейчас буду делать зажарку. Значит, лук, морковку будем обжаривать. Вот. А Сережа у нас за кадром. Значит, я начну. Включаю здесь плиту. Ой, плита зашумела. Ну, пока, друзья, Маша будет там резать, тереть, делать зажарку, я с вами поздороваюсь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. У нас снова на столе эта маленькая плитка, потому что мне так удобнее. Многие спрашивают, почему там, что делает там эта маленькая плитка. Конечно же, там большая плитка, она там удобна. Я туда на коляске своей, на своем троне не подъеду туда, и снимать мне очень неудобно. Я все же таки позиционирую себя оператором этого канала. Вот. Итак, здравствуйте. Праздники действительно у нас прошли. Накушались всего, что только можно там кушать. Салатов, всяких мясного и все такого. И вот захотелось горячего супчика с галушками. С клетками, с галушками. Ну, мы говорим, что с галушками, потому что это будет тесто, и это будем резать так, ну, густое будет. Если пожиже и можно ложкой, мы называем клетками. Наверное, правильно это все. Маша этот супчик тоже, когда работала в садике, мы очень много делали там. Много раз использовали этот супчик, потому что дети этот супчик тоже очень любят. Вот. Простой супчик, ну, уверяю вас, да вы знаете, что он вкусный очень. Конечно же, плитка немножко шумит, друзья, но ничего. Потерпим, пускай там пошумит. Так. Лукчик у меня идет в сковородку. Пропустим через терку. Морковку. Лук обжариваем. Добавляем морковь. Вместе с луком обжариваем. Традиционная зажарка, да, лук, морковь. Куда без этого? Морковь, смотрю, уже немножко это самое. Вот январь, да? Немножко подсохла, смотрю, да? Ну, еще уже не свежий, но еще твердый, да? Но еще твердый. Но я очень долго держала на веранде морковку. Вот вы не представляете, это сколько это долго длилось. Я ругался уже на Машу. На улице, наверное, минус 10 уже было. Она что-то держит на веранде, держит. Уже снег был, но под толстым одеялом у меня было. Вот. Потому это проверенный вариант, так как я уже много лет так делаю, сохраняю морковку. Ну и свеклу то же самое. Чем дольше она на морозе стоит, тем дольше она сохраняется. Я уже боялся, думаю, ничего из этой моркови, из свеклы не получится. Она все замерзла. Мы даже с дядей Ваней смеялись, я говорю, урожай вечно она замерз на веранде. Да. А видишь, все нормально. Но только еще твердая, вот январь, она такая крепенькая еще, но уже видно, что, конечно же, это уже не месяц сентябрь. Так, делаем зажарку, друзья, дальше и ждем. Так, у нас зажарка готова. Это я выключаю. Убираем это все. Но, повторюсь, не удивляйтесь, что у нас две плиты здесь, почему здесь маленькая плита делает. Просто мне удобно так снимать. Уже много раз говорил, конечно, но все равно спрашивает и спрашивает.
Так, а я не устаю повторять, я такой разговорчивый. Ну, у нас там варится бульон, мясо, ну, как мясо? Курица мясо, Маша, или не мясо? Куриное мясо. Курица не птица, и еще что там говорят. Значит, мы зажарку сделали, суп у нас варится, а сейчас мы займемся галушками. Значит, беру я одно яйцо, сделаем тесто не очень много, немножечко сделаем. Да у нас кастрюля-то 2,5 литра и на двоих, чтоб суп... У меня здесь сделать. сливочное масло. Добавляю сливочное масло. Так. И немножко, ну, тоже ложечку воды. Немножко кладу соль. Ну, соли где-то пол-ложки, я люблю, мы любим вообще соленые. Так можно по вкусу, конечно. 1/3 можно положить ложки чайной. Можно, у нас почти половина получилась. Потому что Маша знает мой вкус. А теперь добавляем постепенно муку. И все это размешиваем. Ну, тесто должно быть, это самое, Не очень такое крутое, конечно. но и круче, чем у клёцок, да? Да. Потому что клёцки-то ложкой кладем мы, суп добавляем. А галушки, они сами галушки. И вообще-то есть отдельное блюдо с галушками. Галушки подаются С мясом. как и с мясом, со сметаной, с чесноком, со сметаной, как с этим с жареным луком на сливочном масле, как отдельно чисто на сливочном масле, также и подаются со шкварками такими. Ну, сало поджариваешь, там шкварочки такие, они тоже, галушки очень вкусные будут. Ну а мы будем суп с галушками, очень вкусный. Как раз хворь праздничная выйдет с этим горячим супом. А то наотдыхались, надо и порядок себе привести. Вот. У нас не очень такое маленькое тесто. Сделаем не очень много. Нам хватит. Да, можно, конечно, и было побольше, но для нас это достаточно для нашей кастрюли. У кого семья большая или внуков больше, да? Детей, внуков, можно, конечно, побольше кастрюли, галушек побольше, конечно. Чтобы каждую тарелку, когда порцию кладете, чтобы галушек там достаточно было в этой мисочке, да? Потому что галушки очень-очень вкусные. Муку я не меряла, сколько здесь. Примерно вот, примерно кладу, сколько понадобится. Ну, вот, постепенно да. вот такое, чтобы Ну, тесто вот было. такое мягкое тесто вот получилось. Очень мягкое. К руке не прилипает. И не жидкое. Да. Потому что, чтобы оно не было очень твердым, это тоже потом на твердое тесто не очень на вкус получается твердым. Чтобы Да, тоненькое даже- было. да. Ну, с маслом, вот, да, ничего не липнет. Сливочное масло положили достаточно. Тесто не липнет. Ну, такое вот мягкое тесто получилось. Это у нас получается готовое тесто уже. Все. Ну и, собственно говоря, лепим сами галушки такие. Ну, процесс вообще не хитрый такой. Раз-два, придавим. Раз-два, придавим. Маленькие ушки такие. Раз-два, придавим. Вот. Наделаем на нашу кастрюлю таких мини-ушек. Раз-два, придавим. И все. А вот смотрю, как Маша делает. Уже я думаю, что очень вкусно это все будет. Короче говоря, друзья, Маша лепит галушки наши. Формирует уже галушку. Вот такая колбаску из теста постепенно. Дальше режет ножом эту колбаску на маленькие кусочки. И
Да, да, галушки все хозяйки это сам умеют делать. Мы-то и не учим, мы просто показываем, как мы делаем сами. Вот. А потом как-нибудь еще покажем, чуть-чуть попозже уже, конечно, в другом виде, как галушки мы едим чисто галушки тоже. С мясом и все такое. Вот столько получилось, естественно, но это у нас достаточно, потому что в супе оно еще набухнет. Так что для нас это достаточно. Может, даже и чуть больше получилось. Ничего не больше, нормально все. Я сейчас кушаю. Да, теперь почистим картошку еще. Посмотрите, как такие ушки маленькие. Ушки миниатюрные. У нас, друзья, передислокация. Картошку Маша почистила. Между тем приготовилось мясо куриное. Мягонькое стало. Сейчас она это разделит от костей. Снова включили нашу шумилку. И в бульон положим или кладем картошку. Нашу картошку, белую такую картошку. Вот так. Пусть она сначала закипит. Ну а тем временем разделяем мясо наше. Ну, у нас тут на двоих порция, да. Одно бедро такое, здоровое, правда, бедро. Кстати, вот это бедро, я сейчас полюбил, знаете, как кушать? Просто вот Маша варит суп, и мне по пути, попутно, так сказать, варит еще, например, на суп варит 2 бедра, и третье бедро мне варит так покушать. Я так полюбил это бедро, вот просто в подсоленной воде кипятишь, вытаскиваешь и на горячую с хлебушком и с чаем. Просто я сейчас вот я очень люблю. Дай немножко. Чуть-чуть. Чуть-чуть кусочек. Яйца. Да. И не-не-не, вот там вот, который и соль макай. И вот прям вот горячее, и что макаешь чуть-чуть солью. Знаете, как вкусно. Это просто вещь. Кристаллики соли немножко хрустят под зубами. Это еще вкуснее, кажется. Кладу соль. Соль, друзья, по вкусу, кто как привык. Чья семья как привыкла. А потом еще попробую. Что у нас закипело, кладем мы сюда, добавляем зажарку. Так, подождем, пока это все закипит. И потом будем класть наши галушки. По одной я кладу в наш суп. От супа уже аромат идет такой вкусный, Маша. Что-то мне кушать захотелось. Да, обеденный кад, наверное, приближается. Да, обыденное время нам приближается. Это 10-15 минут. Так, пусть у нас это готовится. В самом конце, друзья, добавим мясо. Так, добавляю, сюда кладу лавровый лист, но я маленький такой лавровый лист кладу. Так, пробуем на соль. Хватает, не хватает, добавлять надо или не надо. Вкусно. Немножечко еще соль добавлю. Так, добавляю перец горошек. И
Пусть у меня закипает. Пусть пока минут 10 будет кипеть. А потом уже после добавляем мясо. И также я кладу сюда укроп. Насыпаю укроп. Сушеный укроп у нас. И закрываем крышкой. Ставлю на медленный огонь. Пусть томится немножечко. У нас суп готов. Минут 10 постоит, потомится. И потом сядем обедать за стол. И будем пробовать наш вкусный суп. Конечно, у меня уже живот говорит, кушать хочу, кушать хочу. Вот в один так разговаривает. Конечно же, будем кушать этот прекрасный, ароматный, ну когда покажи еще, такой суп. Далеко, правда. Угу. Ароматно, друзья. Прелестно. Будем кушать. А я поснимаю, как Маша будет пробу снимать. Ну, суп горячий еще. Так. У нас здесь сметанка. Как же без сметаны суп-то? Маша что со сметаной любит? Сметаной в суп еще вкуснее. Будем сейчас пробовать наш вкусный суп с галушками. Запах, вкус, Ароматно, аромат, да, аромат. Бульонес. Чески уже знак Маша поставила. Чески, слово чески, да это вкусно по-нашему. Галушки приготовились? Горячие еще. Чески. Вообще чески. Очень вкусный суп, наваристый. Очень легко делается. Очень быстро и легко. Так что готовьте вместе с нами. Пробуйте, делайте. Я, друзья, весь слюнями и зашелся, пока Маша кушает этот суп. У меня вон, видите, какой тоже. У меня без сметаны еще. Я буду без сметаны кушать, пробовать. Все приготовилось, все очень вкусно. Аппетитно вкусно. Давайте я тоже, друзья, чтобы не быть голословным, я попробую с моей тарелочки это самое без сметаны. Суп с галушками. Сейчас Маша меня это самое угостит. Просто я держу камеру, я не хочу уже там меняться местами сегодня. Маша там делает, я вообще у меня живот аж. Мне галушка, чтобы была в ложечке. Водичка, бульон и галушка самое главное, чтобы была. Вот. Мясо успею еще. Мне самое главное сказать, что вкус бульона и приготовилась ли галушка. Маша дует еще. Ну-ка. Вкусно. Очень.
Бульон из ческой. Вообще. Очень-очень вкусно. Горошку успели приготовиться, все нормально. Вот так. Почавкал, убедился, что вкусно. Не просто так я вам твердил, что это вкусно, вкусно, вкусно. Это действительно очень вкусно, друзья. Ну и наболтался я, конечно, сегодня с вами, потому что уж очень мне хотелось этого делать. Вот. Этот суп, конечно же, рекомендуем вам, друзья. Да, и мы уверены, что вы этот суп часто готовите. Готовьте и всегда угощайте своих родных и гостей вашего дома таким простым, но вкусным, сытным супом. Заканчиваем этот ролик и говорим до свидания. До свидания, друзья. До новых рассветов. До новых рассветов, счастливых рассветов в Новый год. Чтоб целый год были красивые, прекрасные, вкусные и добрые рассветы. Всем пока, друзья. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. А мы дальше уплетать наш суп и приводить силы в порядок свои после праздников. Угу. Автоматически там Маши пальчик вверх поднялся. Угу. Вкусно. Угу. Сейчас